Чувашский государственный театр оперы и балета выдвинул 2 постановки на соискание Государственной премии Чувашской республики в области литературы и искусства. Первая из них – это уже знакомый зрителям балет Андрея Галкина «Аттила. Рождение легенды», премьера которого состоялась в 2018 году. Конечно же, национальная музыка и костюмы, созданные главным художником театра Валентином Федоровым, никого не оставили равнодушным. На самом деле постановка «Аттила», она на самом деле раскрыть эту тему гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Но, на мой взгляд, художник раскрыл сценические образы через декорации, многоплановые декорации, через освещение и костюмы. Потрясающие костюмы, мне они очень понравились. На самом деле, на мой взгляд, очень достойные. Балет был поставлен на средства гранта главы Чувашской республики. Это масштабное хореографическое полотно, над которым коллектив театра трудился более года. Об Аттиле сложено много мифов и легенд, причем разными народами, населявшими континент как на Востоке, так и на Западе. И вот теперь образ великого полководца воплощен на сцене. Моя идея, осуществленная творческим коллективом нашего прекрасного оперного театра и балета, я удовлетворен. Почему? Потому что этим, я подчеркну, национальным балетом мы показываем всему миру величие, силу, красоту и мощь нашего чувашского народа и в 21 веке. Аттила – правитель гуннов, объединивший под своей властью тюркские, германские и другие племена, создавший державу, простиравшуюся от Рейна до Волги. Древний полководец – один из самых загадочных персонажей мировой истории. Историю наших же предков, когда сувары, булгары входили в состав гунского войска, и язык-то был тот, на котором сейчас мы говорим, на чувашском языке, это язык гуннов. Как говорил Гумилев, что чуваши это являются теми, у чуваш предки были гунны. Затем мы говорим булгары, затем мы говорим сувары, и сегодня уже мы говорим, что называемся чуваши. Таким образом, эта яркая, интересная постановка нравится зрителям всех возрастов. Спектакль очень сильный. Тут очень сильные артисты задействованы, очень красивые костюмы, очень красивая музыка. Всех объединяет это взаимодействие полное единство действий. Потому что мы знаем, тут смысл такой – это единство, наша сила. Мы часто говорим, что пропадает чувашская нация, пропадает чувашский язык. Но когда в театре оперы, балет ставятся такие спектакли про историю нашего народа, события, какие произошли, откуда мы произошли, чем мы занимались, как мы развивались. Конечно же, если мы будем помнить прошлое, у нас будет будущее. Поэтому такие спектакли должны быть про чувашский народ, про чувашский язык, про историю нашего народа. Любима зрителями и опера Римского-Корсакова «Царская невеста». Это шедевр русской и мировой оперной классики, одна из самых драматичных русских опер. Это спектакль о русской душе, в которой всегда есть место для жертвенности, любви и милосердия.